Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. Представители общественной организации «Абаза» в Абхазии. В Министерстве обороны были подведены итоги летних учений. Прошел вечер памяти Тараса Мироновича Шамба, организованный Всемирным абхазо-абазинским конгрессом и Министерством культуры. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба встретился с представителями Национального совета общественной организации «Абаза». Стороны обсудили вопросы сотрудничества и реализации совместных планов. Все подробности в нашем следующем репортаже. Приветствуя делегацию, вице-президент Бадра Гунба отметил, что абхазы и абазины – один народ, и выразил надежду на взаимодействие и реализацию совместных планов. Скуяна год хазык хайзчлым ханы хара милат апейпш элканы аусейцура нахкцапха. В составе делегации представители общественной организации «Абаза», главной задачей которой сохранение и развитие абазинского языка и культуры. Председатель организации Умар Кончев отметил, что значимым решением стал вопрос прописки абазин на территории Абхазии. Ведь теперь представители абхазской диаспоры имеют право на прописку независимо от норм жилплощади и родства с владельцами жилья. После нашей встречи последней мы провели совет общественной организации «Абаза». Вот протокол здесь есть. Все очень положительно восприняли все те отзывы, которые были получены, и благодарили президента и вас, Бадра Зурабович, за принятие многих положительных решений в направлении развития. На встрече поднимались разные темы. Стороны обсудили планы по развитию культурного, образовательного и информационного взаимодействия. Было в свое время издание журнала «Абаза». Гена Алами очень работал над этим журналом. Все, наверное, вот какое-то такое единое издание, пусть оно выходит даже раз в полгода, оно необходимо возобновить, чтобы работа немножечко активизировалась. И дальше мы узнавали друг друга, потому что мы хоть единый народ, диалог наших культур должен быть постоянным. Представители делегации обратились с предложением увековечить на территории Абхазии имена абазин, внесших вклад в развитие отношений между братскими народами. Вот есть знаменитый Малхозов Рауф Мусович, Куранов Алексей Адамович. Это знаменитые люди, депутаты Верховного Совета СССР, герои соцтруда и так далее. То есть люди с большими именами, но сделавшие очень много для Абхазии. После войны общественная организация «Абаза» прислала, положим, в Абхазию более 4000 тонн продовольствия. 7 производных гуманитарной помощи приходило. И вот все это организовывали Куранов и Малхозов. Такую работу, на мой взгляд, конечно, могла бы взять организация. Да, вот связанная с такого рода вопросами. Это очень важное направление — увековечить тех людей, которые сделали все для единения наших народов. Мы поддерживаем с удовольствием. Спорт – еще одна область для сотрудничества и развития отношений между народами Абаза. Хотелось бы, чтобы здесь были ребята хорошего уровня. Они здесь есть. И, как сказать, мы можем организовывать совместные сборы, там, я не знаю, мастер-класс устраивать. Я могу поспособствовать тому, чтобы члены сборной России высшего уровня, там, я не знаю, олимпийский чемпион, если при вашей поддержке, при моих, там, как-то, все, что от нас зависит, я сделаю, чтобы приезжали, показывали мастер-класс детям. Участники встречи отмечали, что диалог между абхазами и абазинами должен быть постоянным. Эсма Голанзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.
С 23 по 24 июля в Карачаево-Черкесской республике прошел культурно-спортивный фестиваль «Абаза». Он состоял из двух частей – Дня культуры и игр народа. «Абаза» – ежегодное мероприятие организовывает Международное объединение содействия развитию абхазо-абазинского этноса «Алашара» и Всемирный абхазо-абазинский конгресс. О том, как прошел фестиваль и что интересного представили организаторы и участники в этом году, смотрите в репортаже Лауры Капш сразу после новостей. На этой неделе в рубрике «Есть вопрос» министр сельского хозяйства Беслан Джопо прокомментировал решение по ликвидации республиканского унитарного предприятия «Чернореченское форелевое хозяйство» и передаче его в Государственный комитет по управлению имуществом. По словам министра, хозяйство находится в упадке, и для ее реанимации необходимо 700 миллионов рублей. В продолжении темы наша съемочная группа выехала на место, чтобы увидеть, как работает предприятие, и пообщаться с сотрудниками. Подробности в репортаже Анна Сласурия. Форелевое хозяйство в Республике Абхазия было построено еще с 1934 года для воспроизведения крупного черноморского лосося. Позднее здесь были открыты форелевые и карповые участки. На данный момент, на сегодняшнее время, форелевое хозяйство представляет собой объект историко-культурного наследия. Из 4 форелевых прудов функционирует лишь 1 форелевый и 1 карповый. Хозяйство находится в Гудаутском районе, недалеко от села Атхара. На его территории расположены 4 участка, из которых полноценную работу выполняет лишь 1, включающий в себя 28 рыбных прудов, за состоянием которых следят 13 сотрудников. Мы сказали добро, дали, пусть восстановить. Мы сами такие же патриоты, хотим, чтобы Абхазия расцветала. С 2004 года в аренду у нас было независимые были от форелевого хозяйства, это 2-й участок. Налоги платили. Сельское хозяйство, Минсельхозу давали. Дай Бог, что восстановилась миза. Если возьмут, с удовольствием поработаем, еще пока энергия есть. Несколькими годами ранее и во времена СССР хозяйство обеспечивало форелью все Черноморье. Однако в настоящее время оно не функционирует на полную мощность. Его производительность составляет всего 5% от былой. Для восстановления того уровня Министерством сельского хозяйства было принято решение о передаче данного предприятия в Государственный комитет по имуществу для дальнейшей его передачи инвестиционной программе. По словам министра сельского хозяйства Беслана Джопо, не меняя направления, необходимо реанимировать предприятие. Слово «ликвидация» означает не ликвидация самого хозяйства, чернореченского хозяйства, то есть форелевого хозяйства, а ликвидация РУП. То есть республиканское унитарное предприятие, которое было создано в послевоенное время при Министерстве сельского хозяйства, которое вело руководство этим объектом. Сегодня появились люди, которые готовы вложить это совместное предприятие с участием граждан Абхазии, российских инвесторов, потому что таких средств, которые они заявляют, в сумме 700 миллионов рублей, которые готовы вложить для того, чтобы реанимировать это хозяйство, не меняя его направления, именно для того, чтобы выращивать форель, выращивать ценную породу рыбы и восстановить само хозяйство, как научное, как историко-культурное наследие, и также сам объект, который будет посещаться отдыхающими, также и на уровне, как и Рица, Новый Афон и тому подобное. Форелевое хозяйство – одно из популярных мест для туристов. Его посещаемость в день варьируется от 30 до 50 человек. Как правило, туристы, заглянувшие на подворье форелевого хозяйства хоть раз, не могут остаться равнодушными. Они наблюдают за процессом выращивания рыбы от микроскопических икринок до взрослых рыб. Рыбалка на форелевом хозяйстве только приветствуется. Любой турист может лично выловить себе на обед или ужин свежую рыбину, которую позднее работники предприятия превратят во вкусное блюдо и подадут со свежими овощами и абхазским вином в кафе, расположенном на территории участка. Еще одна достопримечательность, находящаяся неподалеку от форелевого хозяйства – скальный монастырь, высеченный над пещерой, из которой вытекает река Мчишта. Вход в монастырь находится далеко от земли, на высоте около 50 метров, но, несмотря на его труднодоступность, монастырь является популярным туристическим объектом. Нам понравилась Абхазия, потому что Абхазия – это страна души. Вот в прошлый раз мы приезжали, это было очень замечательно, доброжелательно и тепло. А сейчас хочется возвращаться постоянно. Вот именно доброжелательность, именно как бы любовь к гостям. Вот это очень понравилось. Спасибо.
А хозяйство вам сегодня вы впервые здесь? В хозяйстве первый раз, да. Вот у нас Андрей Рыболов, как бы он оценил это все. Но мы еще вот с удовольствием поднялись туда в горы. С юридической точки зрения, приватизация данного объекта и преобразование его из унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью осуществляется правильно, не нарушая правил передачи государственного имущества, указанных в законодательстве. Важно отметить, что ликвидация самого форелевого хозяйства не предусматривается. Ликвидации подлежит лишь республиканское унитарное предприятие. Проект подразумевает под собой сохранение рабочих мест, создание также дополнительных рабочих мест для жителей села Бармиш Гудаутского района с увеличением двоекратно, троекратно их заработной платы как работников. Это гарантия, гарантированное заявление инвесторов. Инвесторы полностью являются резидентами Республики Абхазия, зарегистрированы в Министерстве юстиции, установленном в законном порядке. Называется оно ООО «Чернореченское форелевое хозяйство» имени Раждена Датовича Агрба, человек, который посвятил всю жизнь этому предприятию, ушел от нас буквально недавно. Но это наименование было по желаниям самих инвесторов. И распространяемая информация в интернет-ресурсах о якобы его продаже, отчуждении и так далее не соответствует действительности. На данный момент годовой доход предпринимателей составляет всего 50 тысяч рублей, однако в государственный бюджет эти деньги не поступают. Приватизация Чернореченского форелевого хозяйства будет проведена в ближайшие сроки для повышения уровня его экономической активности. Анна Сласури, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 29 июля общественному и политическому деятелю, кавалеру ордена Ахтапша первой степени Тарасу Шамбо исполнилось бы 84 года. Достойный сын своего народа, умевший объединять, дружить и дарить тепло. Так сегодня вспоминают Тараса Мироновича все те, кто его знал. В Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба прошел вечер памяти. Мероприятие организовано Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом и Министерством культуры Абхазии. Истинный сын страны души. Находясь в любом уголке земли, он нес с собой свет с большим теплом и любовью, рассказывая о родине Абхазии. Человек с огромным и добрым сердцем. Он умел находить общий язык с каждым. Главным своим богатством Тарас Миронович считал друзей. Как сказал северянин, один из поэтов 20-х годов, я своих друзей как честь берегу. Для меня друзья, это то же самое, чтобы я хотел видеть в себе. К моему счастью, радости, у меня очень много людей, с которыми я дружу. Честно вам скажу, за свою жизнь я не помню, чтобы я кому-то подлянку устроил, какую-то пакость сделал. Чтобы почтить память Тараса Шамбо в честь годовщины со дня его рождения в одном из залов Музея боевой славы имени Владислава Ардзенба собрались его родные и близкие, коллеги и друзья. Этот день, который он никогда не отмечал, кто его знал, помнит, да, он в этот день отключал свой телефон, и его мы никогда не могли найти. Я помню, накануне 80-летия его мы в Москве пытались организовать большой праздник, собрать людей, так сказать, потому что это для нас была очень значимая фигура, так сказать, в Москве. И он категорически отказался. Но мы спорили долго с ним, что это нужно не ему, это нужно нашему обществу, которое мы там имеем в Москве, так сказать, и так далее. И в конце я ему сказал, я говорю, мы все равно это сделаем. Он говорит, что хотите делать, а я не приду, говорит. Вот был такой человек. И вот сегодня его, к сожалению, нет, а в его день, мы собрались. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба подчеркнул, что для него имеет большое значение то, что он стоит во главе комиссии по увековечению памяти великого сына абхазского народа, который был и остается примером для подражания. Ихе закамыш базеичкова инкаров комиссия анахкараса бы иханыртыз. Избанза и разыгрыла
Жокшиган гидал хуй дихан нюс. Тарас Миронова сымчхот фаз ахора инакшваз политика. Ярей бартын шистца хозанта далпшна. Тарас Шамба айбишра антызбе, айбишра аштахбе, облакада антырзы, апсрив расколы ихтыцханы, ерабжигылыз политик япон. Тарас Шамба всегда подчеркивал общность абхазо-абазинского народа. Именно поэтому ему был присвоен негласный титул «Народный президент Абхазии». Тарас Шамба понимал необходимость объединения всего народа Абаза. Во время грузино-абхазской войны Тарас Шамба был избран президентом ВАК. На этом посту он проработал 25 лет. Первым его помощником стал абхазский политик, поэт и драматург, главный редактор журнала «Абаза» Геннадий Аламия. Такой журнал, при нем это около 20 номеров журнала, который имел самое непосредственное отношение он, Тарас Миронович. Без него этот журнал не мог бы выходить. Но я жил вот одной жизнью с ним, хотя он был далеко отсюда. Но мы очень часто встречали. Первый вопрос, который он задавал: не видели Гену, когда он приезжал, вот здесь родственники сидят, они подтвердят. Все время он здесь меня искал, и мы находили друг друга. Исполнительный секретарь Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Инар Гицпа зачитал текст обращения председателя Высшего совета ВАК Мусы Игзекова. Свою жизнь Тарас Миронович отдал служению народам Абхазии и России. Его труды, наполненные искренней любовью к родине, внесли значимый вклад в сохранение абхазо-абазинского народа. Мудрый, светлый и добрый человек. Таким его знали и будут помнить многочисленные друзья, коллеги и, конечно же, родственники. Светлое имя Тараса Мироновича навсегда останется в памяти людей. Сближение абхазов, как бы они ни были разбросаны по всему миру из-за известных исторических событий, одна из главных целей деятельности Тараса Шамба. Он хотел, чтобы о культуре, традициях и национальной кухне абхазов знали во всем мире. Это, знаете, как-то я принимал делегацию лордов из Англии, ну и повезли мы их в ресторан, это называется Мерхеули, там шикарное место, такое самое. Сидим за столом, ну, аристократы высшей марки, ну, мы тоже, так сказать, кое-что значим из себя. Ну и когда нам подали мамалыгу, я стал есть ее руками. И сидевший напротив меня этот лорд, значит, переводчику сказал, почему он ест руками. Вот возле него же есть вилки и ножи. Ну, я так посмотрел, значит, и говорю, вы знаете, а что может ближе и роднее, чем собственная рука? Зачем мне нужен посредник между моей едой и мной? И тут он, значит, говорит, а можно я тоже буду есть рукой? И потом это уже как мне сказали, что он в Англии, давая интервью о своем пребывании в Советском Союзе, отмечая в Абхазии, он сказал, я впервые увидел самую гигиеничную нацию, которая есть. Тарас Шамба – создатель первого абхазского землячества в Москве. Когда вот он еще был студентом, он как-то вот собрал молодежь, всю, наших студентов, которые в Москве обучались, и создал такое вот объединение. И потом на базе вот этого объединения была создана московская диаспора, которую он возглавлял какое-то время. Потом в 2011 году ее возглавил уже Беслан Агарба, как все знают. Ну и вот это землячество абхазское, тогда это уже называлось диаспора. И это очень важную роль играла эта организация, потому что работая вот с людьми, которые, ну, особенно с молодежью, как-то вот убеждали эту молодежь в том, что хотя мы учимся или там живем в Москве, мы должны все равно очень с любовью большой относиться к нашей родине. И это очень хорошие результаты имела, я думаю. Тарас Миронович – борец за независимость Абхазии, который посвятил свою жизнь сохранению мира и стабильности в Абсны и республиках Кавказа. Представители народа Абаза из Карачаево-Черкесской республики, прибывшие на мероприятие, отзывались о нем с большим теплом. Великий сын народа Абаза всего. И мы
Абазимы, для нас Абазим он сделал, поверьте мне, не меньше, чем для Абхазии. Потому что в том, что сегодня есть наш Абазинский район, большая доля труда Тараса Мироновича, с которым мы вместе ходили по московским кабинетам, и он там доказывал необходимость создания Абазинского района. Тарас Шамба – автор более 300 научных публикаций, посвященных государственности, демократии и правопорядку. Тарас Миронович – лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулия. Он был проректором Российского государственного торгово-экономического университета, сопредседателем Российского конгресса народов Кавказа. С 1989 по 1991 год Тарас Шамба был народным депутатом СССР. Тараса Мироновича не стало в октябре 2020 года. Истинный патриот и достойный сын своего народа. Именно таким остался Тарас Миронович Шамба в истории Абхазии. Гугу Савардания, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. В Министерстве обороны Республики состоялось подведение итогов боевой и морально-физической подготовки военнослужащих за июль 2022 года. В рамках прошедшей встречи министр обороны также лично встретился с участниками предстоящих международных армейских игр «Армия-2022», поддержав офицеров напутственным словом. В Министерстве обороны Республики Абхазия подвели итоги боевой и морально-физической подготовки. Во встрече также принимал участие бывший начальник Генерального штаба вооруженных сил Анатолий Зайцев. Указом министра обороны Абхазии Владимиром Ануа Анатолия Зайцева наградили медалью 25-летия Министерства обороны за верную службу и особые военные заслуги перед страной. Первое, спасибо за приглашение, теплые слова. Конечно, первое, что увидел, желание познать службу вот истинных воинов я увидел, вот так скажу, истинных воинов. И первое учение, которое мы провели с вами в Ичимчирах, оно всех, конечно, ошарашило. При подведении итогов подготовки за июль месяц с докладами выступили начальники управления вооруженных сил и командиры подразделений, подробно рассказав о проделанной и предстоящей работе. Детально изложил в своем докладе начальник управления по боевой и морально-психологической подготовке Министерства обороны Республики Абхазия Бжания Давид. В течение месяца проведены ряд плановых мероприятий, в частности, командирские занятия с командирами рот, взводов, сержантов воинских частей, ряд огневых тренировок. Также в частях выполнено упражнение учебных стрельб. Проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем артиллерии. Плановые занятия по вождению с механиками-водителями проведены. Также сборовые мероприятия, в частности, сборы с гранатометчиками, с механиками-водителями и старшинами рот. Подводя итоги боевой и морально-физической подготовки вооруженных сил Абхазии, министр обороны отметил, что наша армия справилась с поставленной задачей. Самое главное, основа была сделана, проекты были сделаны, они осуществлялись по ходу, и мы придерживаемся к этому и думаем, что не подвели никого и не собираемся подвести. Есть сложности, конечно. Министр обороны Республики Абхазия Владимир Ануа также лично провел встречу со всеми участниками армейских игр «Армия-2022». Организатором данных игр является Российская Федерация. Участие в них примут военнослужащие из более чем 40 стран. Абхазию будут представлять 7 команд, сформированных из офицеров вооруженных сил Республики Абхазия. В качестве руководителя абхазской делегации на армейских играх выступит первый замначальника Генерального штаба вооруженных сил республики Владимир Камке. Следует отметить, что в рамках международных игр «Армия-2022» также будет проходить состязание профессиональных исполнителей и творческих коллективов вооруженных сил государств-участников. В данном конкурсе от нашего государства примет участие команда «Армия культуры». Конкурс проводится в целях популяризации военно-патриотической песни, реализации творческого потенциала офицеров и приобщения к ценностям культуры своего государства. Конкурс состоит из 4 этапов. Первый этап – это вокальное мастерство. Участники демонстрируют свои таланты в исполнении эстрадных и народных песен. Второй этап – это хореографическое мастерство. С каждой командой участвуют 4 человека, которые представляют национальный танец и военную пляску. Третий этап – это у нас инструментальный жанр, в нем соревнуются по 2 участника, то есть они продемонстрируют свое умение в исполнении народных песен, также на своих национальных инструментах любых стилей и жанров. Ну и самый для нас ответственный конкурс
4-й этап – это выставочная деятельность. Это является выставка стран-участников международных армейских игр, посвященная культурному и историческому наследию. По итогу встречи начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Абхазия Василий Лунев поставил перед военнослужащими новые задачи на август месяц. Министр здравоохранения Эдуард Будба встретился с врачами из Башкортостана, заведующим отделением анестезиологии и реанимации Республиканской детской клинической больницы Рустамом Богдановым и педиатром-инфекционистом Республиканской клинической инфекционной больницы Никитой Трофимовым. Во встрече также участвовал главврач Сухумской инфекционной больницы Эстам Мургуния. Как сообщает пресс-служба Минздрава Республики Абхазия, в связи с нехваткой врачей по просьбе Минздрава Абхазии, башкирские специалисты в течение месяца будут работать в Сухумской инфекционной больнице. Будба подчеркнул, что республика испытывает дефицит кадров, особенно реаниматологов и инфекционистов. В сентябре на смену этим медикам в Абхазию приедут другие специалисты. В Сухуме идет к завершению укладка асфальта на улице Джонуа. В рамках инвестиционной программы были отремонтированы 3 улицы столицы – Набазинская, Гулия и Джонуа. На улице Джонуа укладывается 2-й слой асфальта. И этим завершаются масштабные работы по замене коммуникационных сетей водопровода на 3 улицах столицы – Гулия, Базинская и Джонуа, начатые в сентябре 2020 года в рамках инвестиционной программы. В конце 2021 года начались работы по укладке нового ливневого коллектора на этих улицах, а потом приступили к ремонту дорожного покрытия и укладке нового асфальта. Субподрядчик компания «Абхазрегионстрой» укладывает асфальт, который привозится из Ачамчирского асфальтного завода. В рамках инвестиционной программы были отремонтированы 3 улицы. Это Базинская, Гулия и Джонуа. Значит, Базинская и Гулия уже все работы завершены. Значит, сейчас идет завершающий этап укладка 2-го слоя по улице Джонуа. Субподрядчиком является компания «Абхазрегионстрой». Это ачамчирская компания, асфальтный завод. Ребята очень, скажем так, доброкачественно его укладывают. И по большому счету нареканий нет. Ну, как в всякой работе, есть какие-то небольшие издержки, но все это оперативно решается. Ребята с пониманием относятся ко многим вещам. То есть учитывают все замечания, которые проходят в ходе производства работ, и оперативно реагируют. То есть у нас полное взаимопонимание в этом отношении. В общем, работы ведутся на должном уровне, и мы, как в принципе, вот сами же и горожане, честно говоря, очень довольны качеством работы, качеством асфальта. Заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Сухум Руслан Авицба обратился к горожанам с просьбой выбирать пути объезда улицы Джонуа, пока асфальт не высохнет. Порой даже ограничительная лента не останавливает водителей транспортных средств. Насколько это возможно, чтобы просто не испортить то качество работ, которые на сегодняшний день производятся. Просто это будет очень жалко и обидно, если из-за отсутствия терпения у наших граждан появятся какие-то рытвины или, скажем, там где-то будет подпорчен асфальт. То есть надо просто всего лишь немножечко потерпеть, там буквально чуть меньше суток для того, чтобы он затвердел. Поэтому прошу с пониманием ко всем отнестись. Конечно, да, это понятно, что не совсем удобно, кто-то здесь и живет, но те, по крайней мере, кто здесь не проживает на этой улице, хотелось бы, чтобы постарались выбрать свой маршрут таким образом, чтобы объезжать пока эту улицу. Замдиректора столичного ЖКХ сообщил, что в новой инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2023-2021 года заложены работы по благоустройству тротуаров на 3 отремонтированных улицах. Примерная стоимость работ по данной улице, по улице Джонуа, значит, что касаемо водопровода и канализации, составила порядка 17 миллионов рублей. Ливневой коллектор и асфальтное покрытие – это 69 миллионов 194 тысячи. Благоустройство тротуаров в тот период было не заложено, но вот сейчас новая программа, которая начнется в 2023-2025, в нее заложили работы по благоустройству тротуаров. Это будет, значит, проведена такая масштабная работа по укладке брусчатки, тротуарной плитки на тротуарах на всех 3 улицах. Значит, ориентировочная сметная стоимость, вот сейчас, в частности, по улице Джона, порядка 25 миллионов. Но сейчас ведется работа по составлению сметной документации, по проектам, чтобы в дальнейшем эти работы можно было провести.
Ориентировочные сроки, как только все сметы пройдут экспертизу в Российской Федерации, значит, мы уже готовы будем приступить. Из столичного бюджета проводятся ежедневные плановые текущие работы по очистке ливневок по всему городу, а также ямочный ремонт дороги. МУП ДРСУ по заданию главы администрации Сухума проводит ямочный ремонт на улице Гумистинская. Как рассказал замдиректора ЖКХ Руслан Авицба, в администрацию города неоднократно обращались жители нового района с просьбой привести в порядок улицу Гумистинская, где много рытвин и ухабов на дороге. Но так как водопроводная система на этой улице требует капитальной замены, на данном этапе было принято решение произвести только ямочный ремонт. По улице Гумистинская, в частности, первый круг, все мы прекрасно знаем, дорога разбитая, ужасная. Люди просто уже устали ездить по ухабам. Значит, понятно, естественно, были очень частые обращения и в администрацию города, и к президенту страны. Были рассмотрены все обращения, значит, и уже после согласования всех обсчетов, замеров было принято решение главой города по его поручению, значит, нашим структурным подразделением МУП ДРСУ начался ремонт по ямочным заделкам, значит, данной улицы. Значит, в планах пройтись по всему первому кругу, залатать все ямы, соответственно, предварительно устранив там, где необходимо водопроводные утечки. Знаем, что положение с водопроводной системой на этой улице тоже не очень хорошее, но требует очень больших финансовых затрат для полной замены. Но на данном этапе очень было принято решение произвести ямочный ремонт. Все работы производятся за счет средств городского бюджета. На прошлой неделе провели подготовительные работы, и сейчас идет укладка асфальта, который доставили из Гудаутского завода. Замдиректора ЖКХ отметил, что в планах у администрации также залатать ямы на дорогах по всему первому кругу нового района. После подобный ремонт произведут и по второму кругу нового района, так как и там ситуация, требующая вмешательства. Амра Амичба, Алексей Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Ректорат и профессорско-преподавательский состав АГУ поздравляют проректора по научной работе, руководителя Центра лингвистики и информационных технологий, языковеда и литературоведа, доктора филологических наук, академика ОМАН, профессора Джульетту Адлиба с днем рождения. Джульетта Янковна – автор более 50 научных работ и методических разработок по фольклористике, теории, поэтике и стилистике языка, а также монографии «Стилевая и поэтико-композиционная система сказки», изданные в 2 томах. Исследователь устной народной традиции в рамках экспериментального направления фольклористики. Занимается изучением и переводом канонических текстов. Коллектив пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии. Коллектив АГТРК присоединяется к поздравлениям. В завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 30 и 31 июля территория Черноморского побережья Абхазии сохранится удушливо жаркая погода. Ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха ночью 18-23, днем 25-30 градусов, температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.